Военный гарнизон, который находился здесь, в Амге, в то время, рассчитывал 280 красноармейцев. Руководил амгинским гарнизоном Карл Котрус. Из архивных документов следует, что созданный военный совет в марте 1922 года проголосовал за то, чтобы оставить Амгу. Но благодаря Степану Максимовичу Аржакову и его соратнику Назарову они настояли на том, чтобы надо оборонять Амгу. Амгинский улус нашей республики является одним из тех улусов, в котором прошли большие бои во время гражданской войны. В самой Амге-Слободе с 1922 года, в 1922 году, 10 января, была осада. Они держали оборону против армии Василия Коробейникова. Это продолжалось до 6 мая. Это было очень долгое время, тяжкое время. Вот. И в этой обороне, конечно, было же командование. Да? Начальником этого гарнизона штаба был Котрус. Он сам был по национальности венгр. Также был Ретников Михаил и, конечно же, особо уполномоченный Купчака Степан Аржаков. В воспоминаниях вот я видела, как в нашем музее есть архивы, в которых упоминается, что вот про них всех, в том числе и про Аржакова, что он возглавлял отряд «Красные орлы». Они в основном вот делали вылазки за сеном, за дровами, потому что это в течение почти 6 месяцев они сидели в обороне. Местное население поддержало. Они оставили по одной дойной корове, все остальное отдали именно на пропитание солдат, потому что гарнизон был довольно-таки большой, 273 человека. Так, у них был очень такой распорядок. Они проводили обучение, они вокруг Слободы сделали оборонительные окопы. Потом у них была своя даже связь проволочная, как-то они ее сделали. И была вот обязательная вот работа политическая, обязательно. И дух был очень такой боевой, и они даже на то, что когда был ликвидирован будущий главнокомандующий Кандрашвили, они даже вот им прислали эту сумку, планшет, что вот все, и он уже ликвидирован, и надо сдаваться. То вот весь состав, они обсудили это письмо, и даже вот по воспоминаниям, опять же, тех же участников гражданской войны, Немчинова, Расторгуева, вот, они решили не сдаваться. Это был такой вот дух. И многие вот те, кто из местного населения, женщины, они ухаживали за ранеными, готовили одежду, готовили пищу, там с одеждой тоже то, что подшивали, ремонтировали. В общем, это действительно, с одной стороны, можно считать, что действительно это было большое историческое событие, в котором, конечно же, немаловажную роль играл и Степан Аржаков, потому что за столько времени сидеть в обороне, все-таки не знать как бы будущего. Сможем ли мы отстоять, или же, опять же, вдруг они нас все-таки возьмут, да? Потому что это зима, это долгое время нашей зимы все-таки, да, и поэтому были такие люди, которые решили сдаться. И вот под руководством Степана Аржакова они были выявлены. Степан Максимович сыграл огромную роль в обороне Амги, оказавшейся в десятых числах января 1922 года. Сейчас мы находимся в историческом месте, где были эти бои. И здесь же, в память о павших всех участников обороны, сделали мемориал. Это здание, у которого мы сейчас находимся, он является объектом культурного наследия, как архитектурное строение XIX века. И сейчас в нем находится экспозиция Амгинского музея.
И вся эта территория называется музейный комплекс Амга Слобода. Вот. И в этом здании долгое время была больница, но во время гражданской войны здесь же, конечно, эти дома, эти здания, они были свидетелями тех боев. И когда было наступление армии Коробейникова во время осады в апреле, именно вот с этой стороны, вот с восточной стороны, со стороны реки Халбы, как раз и началась уже перестрелка. И вокруг именно этого дома были вырыты окопы. И, конечно же, когда вот в ночь на 23 апреля, когда армия Коробейникова начала наступление, именно сначала как бы такую отвлекающую перестрелку именно начали вот с этой стороны, со стороны речки Халбы, и вот с этого именно места. А потом уже основной бой начался именно уже в селе Чапчелган, сейчас вот так называется, и там уже были активные, с ночи, с 11 часов бой продолжался до 7 часов утра. Это был такой очень решающий бой, в котором Красная Армия одержала победу. И, конечно, мы, амгинцы, очень благодарны тем, что Степан Аржаков, он выполнял очень ответственную работу по безопасности. Поэтому роль этих людей, конечно же, Степана Аржакова в общей истории нашей республики, она очень важна, она очень почитаема, мы уважаем и преклоняемся их памяти. У нас в Амге, в нашем Улусе, действительно история гражданской войны занимает одно из ведущих мест и в общественной деятельности, и даже, могу сказать, в социально-экономическом положении Амгинского Улуса, так как вся республика знает о том, что последние бои именно гражданской войны проходили здесь, и в рамках этого у нас и в образовательных учреждениях, и в культурных учреждениях постоянно, независимо от каких-то юбилейных дат, независимо от каких-то таких дат, мы всегда фокус внимания именно держим на всех участников гражданской войны. Об этом, в принципе, очень много писал наш народный писатель Василий Егорович Харасхал. Во всех классных часах, во всех выставках мы всегда о них говорим. И вот как я уже говорила, фокус внимания и в качестве и краеведческой работы, и в качестве патриотического воспитания мы всегда о них говорим, мы помним, мы издаем, и мы должны это вот передать будущему поколению о том, что действительно Амга наша стала вот обороной, таким вот последний бой именно в защиту советской власти, да, партии большевиков проходила у нас вот именно в Улусе в Амгинском. Находясь в осажденной Амге с января по май 1922 года, Степан Максимович был фактически политическим руководителем осажденного гарнизона. И ему тогда было 23 года. В числе 4 руководителей обороны Амги Степан Максимович был награжден именными серебряными часами. Он единственный, кто из своих друзей-соратников, кто непосредственно принимал участие в боях. Как вы знаете, Степан Максимович Аржаков служил в рядах ОГПУ. Сегодня мы находимся в здании Федеральной службы безопасности, а именно в музее из истории. И, Калистрат Афанасьевич, расскажите, пожалуйста, о деятельности Степана Максимовича в рядах ОГПУ. Степан Максимович Аржаков сначала работал в советско-партийных органах, потом, начиная с 1919 года, был привлечен к следственной работе, то есть стал настоящим следователем. Этот период надо особо отметить в том плане, что, будучи следователем, он анализировал и делал очень интересные заключения. То есть было очень много путанных дел.
дел белоповстанцев и людей, которые по разным причинам были в составе антисоветских организаций. Его заслуга состоит в том, что, проанализировав все эти материалы, он смог освободить из-под жесткого закона того времени невинных людей. Разобраться в этом, конечно, было очень трудно, но он человек грамотный, умный, аналитик, сумел в то короткое время разобраться с очень сложными делами. И вообще Степан Максимович, когда был назначен руководителем АГПУ, это назначение было не случайным. Я бы сказал, оно было закономерным. Почему? Потому что уже, как же сказал, 19 года он знал методы работы органов контрразведки и разведки. Уже практически имел определенный опыт оперативной работы. И я хочу отметить еще очень интересную личность. Это временно исполняющий обязанности начальника АГПУ Богословский был такой. Он сделал доклад в областном комитете партии, и он сказал, что этот орган должен быть во главе местного кадра. Такое умозаключение было очень своевременным, потому что Богословский понял, что без знания местных особенностей, психологии местных жителей, обстановки, разобраться может только местный кадр. И, к нашему счастью, кандидатом был Степан Максимович Аржаков. Единственный, потому что кроме него в то время, но на мой взгляд, никто не мог претендовать на такую очень ответственную должность и с таким опытом. Но он начал работать практически восточных улусов, куда был рекомендован в качестве чрезвычайного уполномоченного. Я хочу подчеркнуть, чрезвычайно уполномоченный, который обладал широкими возможностями, сказать. То есть до принятия высшей меры, то есть расстрелу. Так руководство Якутии доверяло Степану Максимовичу очень сложную командировку в восточные улусы. Это Татта, Чурапча, ну и так далее. Затем он участвовал в обороне Амги. Это знаменитая история называется «Амгинское сидение». Ввиду сложности ситуации тогда был образован военный совет. В составе военного совета был избран и Степан Максимович. Естественно, он возглавлял и работу контрразведки, разведки. После снятия осады 6 мая 1922 года 4 руководителя были награждены, в том числе Степан Максимович был награжден серебряными часами. И насколько я изучал его материалы, больше у него таких больших наград правительственных не было. Надо сказать, что единственный руководитель, который с оружием в руках принимал участие во время гражданской войны, это Степан Максимович. Успешны были операции во время Амгинской осады. Тогда в отряде было около 270 человек. Они выпускали газету, работали по обучению неграмотных. Был даже маленький цех по шитью обуви, потому что обувь износился у армейцев, у красных партизан. Устраивали спектакли. Но одним словом, Степан Максимович вместе с своими коллегами организовал хорошую оборону Амги. И надо сказать, что перед началом этой осады было много споров. Многие хотели прорваться в Якутск, но Степан Максимович сумел доказать,
что надо остаться в Амге, чтобы привлечь к себе внимание отряды белоповстанцев, тем самым дать возможность Якутску собрать дополнительные силы и потом собрать всех в один кулак. И он сказал, что нас обязательно освободят. И так случилось, что отряд во главе с Егоровым и Стродом 6 мая они освободили Амгу. После этого он был назначен начальником АГПУ и почти год на этой должности проводил очень много мероприятий по укреплению чекистских рядов. Он вообще по характеру был человек очень спокойный. Я могу сказать такой эпизод, что когда его арестовали 5 мая 1939 года, он спокойно сидел в своем кабинете, на коленях сидел его мальчик. Он очень спокойно сидел до конца обыска. Этот обыск продолжился до позднего вечера. А Варвара Ивановна в это время была на работе, и она отсутствовала. Затем, когда сидел в тюрьме и колонии, его допрашивали 20 раз. Иногда допросы продолжались до 18 часов без перерыва. Он никого не выдал, и никто не смог его сломать, его волю, его правду. Он всегда говорил, что наша правда обязательно будет известна народу. Еще будучи в лагерном пункте в Алькумей, он сказал, это было уже в 1942 году, что за нами придут корабли. Но корабли, конечно, не пришли. Его расстреляли 17 мая 1942 года. Степан Максимович останется для всех сотрудников органов госбезопасности как ярчайшим примером преданности своей родине. Первым человеком, который доказал перед руководством страны, что Якутия должна иметь свою автономию, то есть свою государственность, должна стать республикой, был именно Степан Максимович Жуков. И в этом его величайшая заслуга перед нашей республикой. Ну, как известно, после гражданской войны он стал первым чекистом из якутов, из народа Сахан. Потом он стал первым народным комиссаром внутренних дел нашей республики, то есть вошел в состав первого руководящего органа тогда нашей республики. Далее он был также народным комиссаром внутренней торговли и промышленности, народным комиссаром имущества всей нашей республики и народным комиссаром земледелия. И был дважды председателем Совета народных комиссаров ЯССР. По сегодняшнему это председатель правительства. Был секретарем тогдашнего, обкома партии в свое время тоже. Эта биография говорит о том, что Степан Максимович Жуков действительно сыграл выдающуюся роль в становлении, в развитии нашей республики. И общеизвестно, и все это знают, что без ЯССР не было бы сегодняшней нашей республики Саха-Якутия. Ну а первым, кто поднял, что Якутия должна стать республикой, то есть ЯССР, был Степан Максимович Жуков совместно с Ефимовым и Белецким. И мы величайно гордимся нашим земляком и очень верим и надеемся, что он достойно займет место в нашей
истории нашей республики. Несмотря на все, что им пережито, он был очень прямым, очень любил детей, он нас очень любил, вот троих. И маму, бабушки с большим, маминой маме, Клеопатре Николаевне, относился с большим уважением. Так что мы жили в условиях хорошего внимания к нам со стороны всех родных и близких. И папиного брата Яшу, и маминого брата Василия. Все жили очень дружно. Он был очень талантливым руководителем и организатором, который являлся, на наш взгляд, связующим звеном между якутской интеллигенцией и руководством страны, которые принимали ответственные решения для нашей республики. Думаю, что юбилейные мероприятия мы проведем на высоком организационном уровне. Большая благодарность, конечно, лично главе Вилюйского улуса и жителям Вилюйского улуса, которые являются драйвером, основным двигателем именно юбилейных мероприятий, которые проходят в нашей республике. И вот на последнем организационном комитете, конечно, вставали вопросы по присвоению имени Аржакова одному из аэропортов, поставили вопросы присуждения имени и учебным заведениям республики. Ну и, конечно, основным таким вопросом является музей государственности, который жители хотят, чтобы это было в Вилюйском районе. Конечно, в этом направлении мы тоже будем работать, но основное я говорю, что всегда считаю, что мы должны передавать все наши знания, то, что мы изучили какие-то документы нашему подрастающему поколению, чтобы память всегда оставалась и имя наших основоположников, в том числе Степана Максимовича Аржакова, всегда жило в жителях нашей республики, и они как раз, подрастающее поколение, изучали именно историю, чтобы видели, чувствовали, каким трудом все это давалось, какие решения принимались. Некоторые решения, конечно, вопреки себе наши основатели принимали. Они через очень многое сложное жизнь у них была. И вот еще надо изучать, потому что архивных материалов очень много. И это надо систематизировать и находить людей, которые сами интересуются историей, и им давать какую-то поддержку, чтобы они еще глубже изучили все и оставляли для нас статьи, книги, альманахи, может быть. И, конечно, в этом направлении наша работа тоже будет продолжена, несмотря на то, что этих мероприятий у нас в плане юбилейных мероприятий нет. Это наша повседневная работа. Я являюсь воспитанником Вилюйского детского дома, который с 1965 года носит имя одного из основоположников якутской автономии, общественного и государственного деятеля Степана Максимовича Аржакова. Мы очень гордимся этим и стараемся с честью нести имя выдающегося человека, нашего земляка, Степана Максимовича Аржакова. Мы, молодежь Вилюйского улуса, помним и гордимся нашим выдающимся земляком Степаном Максимовичем Аржаковым и считаем, что он сделал действительно огромный вклад для достижения автономии нашей республики. Жизнь и деятельность Степана Аржакова сегодня для молодого поколения вилючан является достойным примером. Мы так же, как и он, готовы жить и работать во благо процветания нашей республики и страны. Таким образом, роль Степана Максимовича Аржакова в создании Якутской автономной республики колоссальна. И благодаря этому сегодня мы живем в динамично развивающемся регионе Российской Федерации, в республике Саха-Якутия.